В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Высокоскоростной интернет пришел на запад республики. Состоялась торжественная церемония запуска волоконно-оптической линии связи «Вилюйский экспресс». Строительство линий по маршруту Мирный, Сунтар, Нюрба, Верхневилюйск, Вилюйск велось компанией Ростелеком в течение 8 месяцев. За это время проложено свыше 650 километров волоконно-оптических линий связи. Для ускорения строительство велось параллельно на двух участках со стороны города Мирного и города Вилюйска навстречу друг другу. Всего на новом участке к волоконно-оптической линии связи подключены 22 населенных пункта с охватом более 53 тысяч жителей. Также в рамках реализации проекта «Вилюйский экспресс» в ряде населенных пунктов Сунтарского, Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов оператором сотовой связи МТС запущена мобильная сеть 4-го поколения. Конечно же, в сегодняшнем информационном таком мире, цифровом мире, говорить о развитии той или иной территории без быстрого интернета, без доступа к телекоммуникационным услугам, как со стороны бизнеса, так и со стороны населения уже не приходится. И, конечно, мы видели, что последние годы есть серьезные ограничения как раз по этим районам из-за отсутствия быстрого интернета. И, конечно, это вот то, что сегодня высокоскоростной интернет туда пришел, оптика, волоконно-оптическая линия связи проложена, оно позволит районам развиваться очень быстро. И сегодня уже есть данные о том, что в том районе, где появляется волоконно-оптическая линия связи, в среднем валовый региональный продукт этой территории растет на 5%. По предварительным итогам 2018 года собственные средства Алмаз-Эргенбанка увеличились на 23%. При этом основным ресурсом в доле привлеченных средств занимают вклады населения. Это 63%. А страховая компания «Стерх» привлекла в прошлом году страховые взносы в размере более 3 миллиардов рублей. Львиная доля привлеченных средств приходится на сборы ОСАГО, порядка 69%. Об этом шла речь на совещании по итогам 2018 года у главы республики Айсена Николаева. По итогам встречи была дана положительная оценка результатов деятельности двух стратегически важных для развития республики организаций. В компании «Эльга-Уголь» также подвели итоги работы за 12 месяцев прошлого года. По всем показателям отмечен существенный рост на уровне 18%. Увеличился объем вскрышных работ, переработка угля и сохранилась положительная динамика в отгрузке продукции потребителям. В 2018 году нами проделана большая работа. Удалось значительно увеличить все производственные показатели. Это результат слаженных действий сотрудников компании, а также реализации программы технического перевооружения. В 2019 году будем стараться удержать набранный рабочий темп, отметил управляющий директор «Якутуголь» Иван Цыпков. На базе горно-перерабатывающего предприятия «Вертикальное» в Кобяйском Улусе будет построена обогатительная фабрика. Проект уже получил положительное заключение экспертов глав госэкспертизы России. Мощность по переработке руды составит 110 тысяч тонн в год. Новая фабрика представляет собой единый комплекс, предназначенный для переработки серебросодержащих руд месторождения. Согласно проекту, на промышленной площадке фабрики будут размещены главный корпус, корпус и галереи приемного бункера, эстакада главного конвейера, дробильно-сортировочная установка и другие объекты. Инвесторы планируют реализовать на территории опережающего развития индустриальный парк Кангалассы в Якутске проекты общей стоимостью свыше 2 миллиардов 400 миллионов рублей, сообщил директор индустриального парка Дмитрий Борисов. На эту сумму уже подписано 17 соглашений, в планах создания более 380 рабочих мест. На базе парка уже работают резиденты, которые производят строительные материалы, котлы длительного горения, лакокрасочные изделия. Также уже прошли одобрение проект по созданию кирпичного завода и проект хозяйства по разведению сибирского осетра. Также в этом году парк планирует ввод центра коллективного пользования для местных огранщиков и ювелиров, создание которого оценивают на уровне 537 миллионов рублей, из которых в проект уже вложено порядка 131 миллиона. Курить не только очень вредно, но и дорого. В России с марта 2019 года произойдет замена бумажных марок на цифровые, которые
позволяют считать электронную информацию о товаре. Ожидается, что эта мера приведет к подорожанию табачной продукции минимум на 4,6%. На пачках сигарет теперь в рамках эксперимента начали вводить специальный цифровой код, который позволяет узнать, подлинный ли товар. В коде содержится вся информация о пачке. Это наименование марки, дата, место и даже время производства. И уже с марта этого года такая маркировка станет обязательной для всех производителей табачной продукции. Россияне получили около 49 тысяч земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Программа дает гражданам широкие возможности по выбору участка. В одиночку можно оформить участок площадью до 1 гектара, но в составе группы можно получить земельный надел до 10 гектаров. Всего участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали 72 700 человек. Как правило, коллективные гектары оформляют для сельскохозяйственной и туристической деятельности, а также занятия прочими видами предпринимательства, рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. Согласно исследованию агентства, около 42% участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить себе жилье. 27% выбрали занятия сельскохозяйственной деятельностью и порядка 12% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 11% получателей гектаров собираются реализовать проекты туристической отрасли, а порядка 8% планируют открыть магазины, кафе, автозаправки и заниматься другими видами предпринимательской деятельности. Напомню, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 гектара на территории 9 субъектов Дальнего Востока. И в нашей республике таким правом воспользовались уже более 9 тысяч человек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.